В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. В эти дни в Абхазии с официальным визитом находится делегация из Северной Кореи во главе с директором Департамента по международным связям торговой палаты КНДР Рю Хен Чхором. Главная цель приезда северокорейцев в Абхазию заключается в обсуждении актуальных вопросов, направленных на развитие дружеских и торгово-экономических взаимоотношений с нашей страной и презентации экономического потенциала КНДР абхазскому бизнес-сообществу. Именно эти вопросы обсудили делегаты на встрече с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове. Затем членов делегации принял министр экономики Адгур Ардзанба. Приветствуя гостей, министр отметил, что в Абхазии знают об успехах КНДР в части увеличения объемов экспорта за последние годы. Адгур Ардзанба выразил надежду на возможность создания на территории Абхазии совместных предприятий, ориентированных на внутренние и российские рынки, а также торговых домов в обеих странах. Затем делегаты встретились с премьер-министром Абхазии Валерием Бганбо. Темой разговора стали вопросы экономического сотрудничества двух стран, возможность торговых отношений. При этом премьер-министр Валерий Бганбо подчеркнул, что правительство Абхазии заинтересовано не только во взаимоотношениях экономического характера, но и в налаживании взаимодействия в области спорта и физической культуры. Доктор филологических наук, академик Зураб Джапуа избран президентом Академии наук Абхазии на состоявшемся сегодня общем собрании АНА. Академик Зураб Джапуа занял пост президента Академии наук Абхазии во второй раз. Репортаж Саида Джарсалия. Академия наук Абхазии была создана в тяжелые послевоенные годы указом первого президента Владислава Ардзанба. В ее состав входили все научные институты страны. Первым президентом Академии наук Абхазии был избран академик Шота Аристава, который возглавлял Академию наук Абхазии на протяжении 15 лет. 5 лет назад президентом Академии наук был избран Зураб Джапуа. По истечению срока пребывания его в этой должности, в соответствии с уставом Академии наук и положением о выборах президента Академии наук, месяц назад было проведено заседание Президиума, на котором была предложена кандидатура нынешнего президента Академии наук Зураба Джапуа. Его кандидатура оказалась единственной. Академия наук Абхазии еще при Шота Костевиче был заключен договор между нашей академией, между Российской академией наук. Потом этот договор был пролонгирован. Заключены очень много таких соглашений о сотрудничестве со многими как профильными, как и научными учреждениями, так и научными центрами, так, можно сказать, филиалами Российской академии наук. И все это благодаря очень стараниям Зураба Джотовича. Конечно, очень много нерешенных проблем. Всего за такой короткий срок не решить. Но в чем здесь преимущество кандидата Зураба Джотова тем, что он в курсе всех этих событий. И он может это продолжить большим энтузиазмом и сознанием дела. Вот, исходя из всех этих соображений, мы выдвинули кандидатуру Зураба Джотовича, и единогласно было принято на расширенном заседании Президиума Академии наук Абхазии. Все выступившие на общем собрании отмечали инициативность, организаторские способности, новизну и открытость в подходе к работе, а также научные и творческие достижения действующего президента Академии наук. В поддержку кандидатуры Зураба Джапуа выступили советник президента Владимир Зантария, министр образования и науки Адгур Коба, ученые Алексей Касландзе, Вячеслав Чирикба, академик Шота Аристава. Абхазской академической науке есть чем гордиться, но при этом есть много вопросов, которые необходимо решить, отметил в своем выступлении Зураб Джапуа. Наше академическое сообщество, вы, дорогие члены общего собрания нашей академии, доверили мне руководить Академией наук Абхазии. Знаю, действительно, это высокая честь и огромная ответственность. Смог ли я выстоять перед этой ответственностью и защитить ваши интересы, интересы науки в нашей стране, думаю, вам хорошо известно. Об этом говорил уважаемый Сергей Михайлович. Единственное, что могу сказать со всей ответственностью, это то, что делал я все, что мог, абсолютно честно и искренне. После выступления ученые перешли к процедуре тайного голосования, по итогам которого президентом Академии наук Абхазии вновь был избран Зураб Джапуа. Теперь кандидатуру избранного президента Академии наук, также в соответствии с его уставом, должен утвердить президент Республики Абхазия. Саид Джарсалия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Сегодня в Общественной палате прошла встреча с депутатами Сухумского городского собрания, которые выступили с инициативой проведения референдума о прямых выборах главы администрации столицы. Напомним, что 25 октября депутаты Сухумского городского собрания проголосовали за принятие такого решения. Референдум назначили на 10 марта 2019 года. 9 ноября исполняющий обязанности прокурора города Сухум Алхаз Агумава направил протест в Сухумское городское собрание, в котором говорилось, что принятое депутатами столицы решение незаконно, и потребовал его отменить. 27 ноября президент Рауль Хаджимба подписал указ об отмене решения Горсобрания. Члены Общественной палаты выслушали столичных депутатов и выразили свое мнение по этому вопросу. Отказаться от выборов очень тяжело. Как это можно отказаться от всеобщих прямых выборов? Само очень, она привлекательная. Она же лучше, чем назначает кто-то закон, если вот принять, что принимать из числа выбранных, избранных депутатов, избранных народом депутатов, главу администрации образования муниципального, это было бы более в настоящее время, более целесообразно. Вот, Константин Эдуардович, какие-то вы допустили юридические шероховатости. Зачем доводить до указа президента? Вы могли бы сами собраться и сказать, что вот здесь мы вот здесь ошибку допустили. То есть чисто юридические механизмы. Чисто формальные, можно сказать, юридические механизмы. Раз прокуратура протестовала ваше решение или постановление, ЦИК, значит, сказала, что это неправомерно. Президент, значит, администрация, он же сам один решал, у нее такие юристы, они же тоже пришли к этому выводу, что надо вот такой указ подписать. Это вынужденный, мне кажется, указ, потому что гарант Конституции не может просто оставить, что это все нормально, если никто не исправляет его, что это все так должно быть. 22-23 ноября в Москве группа стратегического видения «Россия. Исламский мир» провела второй международный форум писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур». Мероприятие было посвящено памяти выдающегося советского писателя, публициста и общественного деятеля Чингиза Айтматова, произведения которого переведены на 170 языков народов мира и изданы общим тиражом свыше 100 миллионов экземпляров. В работе конференции приняли участие писатели, деятели культуры и науки, интеллектуалы из почти 2 десятков стран мира. В форуме участвовал и советник президента Республики Абхазия Владимир Зантария. Мне была предоставлена возможность выступить с докладом на этом международном форуме. Доклад был посвящен теме Чингиза Айтматов и Абхазия. Многим, наверное, неизвестно о том, что Чингиз Тарикулович Айтматов поддерживал личные контакты, очень добрые, дружеские, с абхазскими писателями Алексеем Гогу, Мушни Ласурия. Творчество Айтматова, проблемы нравственности, проблемы сохранения исторической памяти, поднимаемые им в своих знаменитых романах. И я постарался сделать такой небольшой анализ, сравнительный анализ и о том, какое место занимает вот эта тематика в абхазской духовной жизни. Доклад был выслушан очень внимательно, около 20 минут. Я имел возможность делиться своими впечатлениями, своим мнением о проблемах, которые поднимает великий писатель. В Сухуме в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба состоялась церемония открытия второго фестиваля культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой». Фестиваль открылся премьерным показом фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы» режиссера Анатолия Бальчева. Нала Ковы продолжит тему. Директор фестиваля «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» Владимир Пирожок рассказал зрителям о том, что он и его команда с нетерпением ждали очередной, ставшей уже традиционной встречи в Сухуме. Россия первой признала независимость Абхазии и всегда вместе с ней, отметил актер и продюсер. Для вас привычные названия Гульвипши, Пицунда, Шеры. Вы знаете, каким теплом это отзывается в сердце, как говорит, каждого россиянина. Отзывается тем братством, добром, которые нас десятилетия соединяли в прошлом веке. Да и в этом веке мы вместе, потому что мы едины и по географии, и по истории. У нас единое духовное пространство, прежде всего, и наш фестиваль, фестиваль культуры, фестиваль искусств,
3 дня будет властвовать в Сухуми, и ждем вас все. Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносакирский поприветствовал присутствующих на абхазском языке. Он отметил глубокую символичность названия фестиваля «Свидание с Россией. Свидание с Москвой». Глубоко символично, что название вашего фестиваля «Свидание с Россией. Свидание с Москвой». Слово «свидание», оно всегда связано с любовью, с чем-то возвышенным. И это так. Действительно, мы все встречаемся с нашей любимой Россией, с нашей дорогой Москвой. Как отметил руководитель представительства Россотрудничества Абхазии Вадим Чеха, его ожидания от Абхазии не только оправдались, но дали надежду на развитие творчества. Сочетание уникальных природно-климатических условий республики, творческое наследие и люди, проживающие в Абхазии – все это рано или поздно приведет к всплеску киноискусства и формированию некоего абхазского Голливуда, уверен Чеха. Сочетание уникальных условий в республике, уникальных именно для киноискусства. Природа, красивая природа, теплые горы, люди, человеческий потенциал, творческое наследие, в конце концов, русскоязычность и многонациональность, порождающая огромный потенциальный рынок, они рано или поздно приведут и уже приводят к всплеску киноискусства, к формированию такого абхазского Голливуда на перекрестии абхазской и российской культуры. На открытии фестиваля «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» прозвучали песни в исполнении Мадины Кварацхеля, Тимура Таня и певца из России Вазгена Аванесяна. А выступления юных долистов ансамбля «Адаул» вызвали громкие овации. Завершился вечер премьерным показом фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы» режиссера Анатолия Бельчева. Фильм снимали около 10 лет. Помимо близких Высоцкого, его первой жены Людмилы Абрамовой, его сына Никиты, Марины Влади, Вадима Туманова, Михаила Шемякина, в фильме есть воспоминания людей, которые в разных ситуациях соприкасались с ним в театре, на концертах, на съемочной площадке. В фильме собраны кадры, многие из которых до этого момента не были доступны широкому зрителю. На Алакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Завтра, 29 ноября, второй фестиваль культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» продолжит, а в конце дня завершит свою работу. В 11 утра в рамках детской программы в Сухуми в здании Музея боевой славы будет показан художественный фильм «Замри, отомри» режиссера Константина Сухарькова. Затем в час дня там же будет продемонстрирован российский фильм «Фэнтези. Черновик» режиссера Сергея Макритского. А в 3 часа дня уже ставший популярным фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В 17 часов пройдет вечер памяти Фазиля Искандера и Владимира Высоцкого. Официальная церемония закрытия второго фестиваля культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» начнется в 7 вечером показа фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского. Сегодня состоялось первое отчетно-выборное собрание Международного творческого объединения «Апсне-Арт», на котором были подведены итоги деятельности за 5 лет и намечены планы. Председателем организации единогласно переизбран Нугзар Логуа. Независимое творческое объединение художников Абхазии «Апсне-Арт» было создано в 2013 году. Основная задача организации и тогда, и сейчас – развитие национального искусства, организация выставок работ известных абхазских художников в стране и за ее пределами, создание творческих проектов, поддержка молодых и начинающих мастеров, оказание помощи в деле организации в городах и селах республики художественных студий и кружков. Сегодня у молодого объединения праздник – день рождения. «Апсне-Арт» отмечает 5-летие. Его создатели подводят некоторый итог проделанной работы и намечают планы. Сегодня состоится своевременное отчетно-выборное собрание нашей организации, которому совсем недавно исполнилось 5 лет. Это означает, что мы с вами, как творческая организация, состоялись.
Наша организация выступает в двух ипостасях, совмещая творческую и преподавательскую деятельность. Если вы спросите меня, было ли легко работать в этой организации в качестве председателя, отвечу – да, легко и одновременно трудно. Трудно потому, как все надо было начинать с чистого листа, без материально-технической базы, без зарплат основным работникам и так далее. Легко, потому что я работал с блестящей командой, которая горела желанием работать на благо нашему общему делу. В составе организации 64 художника. 12 из них – известные мастера Российской Федерации и 1 художник из Швейцарии. Поэтому в этом году было принято решение придать объединению Апсна-Арт статус международного. В течение всех 5 лет по инициативе организации в Абхазии ежегодно проводятся арт-пленеры, в которых принимают участие молодые художники нашей страны и творческая молодежь из других стран. Как говорят молодые представители организации, такой опыт очень ценен и полезен. Этот пленэр объединил всех наших студентов, выпускников с разных городов и районов нашей Абхазии. И он объединил нас, и у нас была возможность слушать не только лекции и доклады, но также присутствовать на мастер-классах. Все художники, которые приезжали, они делились с нами своим опытом, разными секретами. В рядах художников были не только живописцы, но и графики, и прикладники. И у нас была возможность общаться с разными художниками и найти для себя тот стиль, который мы хотим. И у нас была возможность сравнить разные школы. На собрании говорили и о планах. Несомненно, арт-пленэр является самым ярким и значимым проектом организации, и он будет продолжен. Кроме того, объединение планирует вести активную работу среди школьников с целью выявления талантливой молодежи. Мы выстраиваем сейчас работу таким образом, что фактически с 3 класса начиная мы будем смотреть, наблюдать, отбирать талантливых детей. Будем проводить олимпиады для начала районного уровня, а потом уже республиканского характера. Это будем проводить совместно с Министерством образования. На собрании также был презентован проект строительства на территории АГУ арт-площадки, которая представляет собой несколько пространств для организации выставок, дефиле, просмотров фильмов, встреч, дискуссий творческой молодежи. Данный проект утвержден ректором университета Олеку Гварамия. Уже выделена территория, осталось найти финансовые средства. А под занавес собрания еще 30 молодых художников были приняты в ряды объединения Апсна-Арт. Завтра в Липецке состоится российско-абхазская выставка детского творчества. Совместную выставку рисунков проведут Дом детского творчества «Айнар» города Сухум и Детская художественная школа имени Сурикова города Липецк. Реализация проекта направлена на укрепление культурных связей между народами Абхазии и России, распространение передового опыта преподавания в области художественного образования, выявления и развития талантливых детей. 30 ноября в Сухуме пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Абхазия. В рамках акции Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД проводят бесплатную экспресс-диагностику на гепатиты Б, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем. 30 ноября с 10 часов утра до 14 часов все желающие могут пройти обследование на базе мобильной лаборатории во дворе Республиканской больницы у входа в кожвендиспансер. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, сильный ливневый дождь, гроза, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 10-15 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами.